Итак, мы начинаем наш круглый стол. Друзья, коллеги, прошу ознакомиться с регламентом нашей работы. Единственное исключение. У нас сегодня неожиданный гость, господин Антимания. Спасибо. Считаю, что мы сегодня, если взять действительно с гражданской позиции, то вопрос о визовом режиме для мигрантов, ограничении нелегальной миграции, хотя и очень беспокоит общественность, в первую очередь крупных городов Москвы, Ленинграда, других городов-миллионников, все-таки он гораздо глубже, чем просто миграционные отношения, отношения к проблеме трудовой миграции. Это вопрос межнациональных отношений. После разрушения Советского Союза фактически все действующие после 1991 года правительства, да, начиная, в принципе, даже с Горбачева, ничего не могли предложить народам, которые вынуждены были уже жить в новой реалии, без выражения собственной воли. Хотя она была выражена, всем это известно, на референдуме 17 марта 1991 года. Все хотели остаться жить в Советском Союзе, улучшать то общество. К сожалению, на сегодня именно межнациональные отношения, они не только продолжают разделять народы постсоветского пространства, но вот этот центробежный, что ли, процесс разделения, расчленения, процесс разрушения по национальному признаку, конечно, он в первую очередь угрожает теперь самой России. И трудовая миграция – это всего лишь вершина айсберга, за которой стоит проблема гораздо глубже. Если сегодня правительство Российской Федерации, режим, в том числе президент Российской Федерации Путин, который, я думаю, на мой взгляд, все-таки он ищет какую-то альтернативу той ситуации, которая сложилась в межнациональных отношениях. Может быть, Путин и хотел бы возвратиться в Советский Союз. Дорога Ельцина, Горбачева, Чубайса, Гайдара не пускают. Сегодня, как никогда, мне кажется, нужно говорить в первую очередь о возрастающей роли граждан России, представителей национальных меньшинств здесь, их роли в общественной жизни. Надо предоставить им право того, чтобы национальные меньшинства, объединившись, по моему мнению, нужно объединяться в Советский народный фронт и что-то противопоставлять этому отсутствию каких-то вообще внятной политики в области межнациональных отношений. Благодарю вас. Теперь я передаю слово Владимиру Флорову. Наше выступление как раз после выступления господина Антонова. Его позицию можно выразить кратко. Необходимо объединяться в единый Советский фронт для возрождения единой советского народа. Позиция ясна, но я с ней категорически не согласен. Я полагаю, что разрушение Советского Союза это не только большая трагедия, но это прежде всего очень большой шанс. Шанс для построения цивилизованных, современных, национально-демократических государств. В мире, как известно, существует очень много народов. Ну, например, народ Уганды, Нигерии, Сьерра-Леоне, Киев, Томсовой, Кости и прочее. Мне, к сожалению, нечего предложить этим народам. Действительно. Я, собственно говоря, не очень страдаю от этого факта. Мне не очень близка историческая судьба Сьерра-Леоне и его многострадального народа. Мне бы хотелось поговорить о русских и России. Что мы хотим предложить для русской России? Для того, чтобы что-то предлагать, необходимо сначала проанализировать ситуацию, которая сложилась у нас в России. Ведь ситуация с миграцией, проблема миграции не такова, что там решать у них положительные моменты или только отрицательные. Это какой-то сложный баланс плюсов и минусов. Давайте их кратко рассмотрим. Какие есть прежде всего плюсы от миграции с точки зрения русских? Ну, конечно, это же дешевая рабочая сила. Дешевая рабочая сила, вообще-то, это существенный плюс.
Есть другой плюс. Мигранты могут заменять русских рабочих на непрестижных производствах, тем самым освобождая квалифицированные рабочие силы для квалифицированного труда. Это действительно, пожалуй, есть. Но, пожалуй, на этом плюсы заканчиваются. Теперь давайте посмотрим на минус. Минус основной – это приватизация прибыли и национализация издержек. Если плюсы от дешевой рабочей силы получают нынешние олигархи в лице крупнейших торговых монополий и строительных, то издержки кладутся на все общество. Следующее – это рост преступности. Это устойчивое развитие такого института, как этнические преступные группировки. Это наркотрафик. Это растущая нагрузка на социальную структуру. Это рост межнациональной напряженности. Это разрушение рынка труда. Это проблема вывоза капитала. К чему мы должны в этой ситуации стремиться? Мы должны стремиться к реализации следующих принципов. Первое. Во главе любой политики должна быть поставлена задача благо местных граждан, благо русской нации. Трудовая миграция должна быть, но она должна быть ориентирована не на долгосрочное встраивание мигрантов в наше общество. У нас нет нужды заменять русских на чужаков. Труд мигранта не должен быть ни в коем случае дешевым трудогражданин. И необходимо обеспечить механизм перетока прибыли из частного кармана олигархии в карман общественного блага. Благодарю. Глава Петербургского отделения Национально-демократической партии. Соответственно, я хочу рассказать про ситуацию, которая в Санкт-Петербурге сложилась. На протяжении последних лет количество мигрантов в городе растет. В первую очередь за счет мигрантов в Средней Азии и Закавказье. Значит, возможно, не все знают, но в 2011 году Петербург обогнал Москву по количеству людей, переехавших на постоянное место жительства. За 2012 год, по статистике, ежемесячно в городе находился 1 миллион мигрантов из стран СНГ. Одновременно с количеством мигрантов растет преступность на протяжении всех последних лет. Значит, в прошлом году это было 1400 преступлений, в этом году Следственный комитет заявил о росте преступлений на 25%, это только за один год. В первую очередь это тяжкие преступления. Значит, как заявляет представитель Следственного комитета, каждое 6-е убийство совершают мигранты, каждое 3-е изнасилование. 2/3 заказных убийств совершают этнические преступные группировки. Значит, в прошлом году, казалось, летом уже эта проблема достигла своего апогея. Каждый день мы слышали информацию о том, что кого-то убили, зарезали, изнасиловали. Значит, люди стали стихийно выходить на улицу с требованием навести порядок. Мы подготовили со своей стороны обращение к губернатору Полтавченко, которое было зачитано в прямом эфире Петербургского телеканала. Значит, понимая, что федеральная власть ничего не хочет с этим делать, предложения были сделаны на уровне региональной власти. А именно, снижение квот на трудовую миграцию, реклама телефонов МС, регулярные рейды в местах скопления мигрантов, а также выделить дополнительные средства на построение центров временного содержания. У нас по заявке, потому как говорит, значит, представитель трудового комитета по труду и занятости, порядка 250 тысяч нелегальных мигрантов, у нас стоит один единственный центр на 200 человек. Президент Российской Федерации дал указ разработать законопроект, который позволит практически всем жителям бывшего Советского Союза получить российское гражданство. Единственные требования, которые будут применяться к этим людям, это знание русского языка, обладание предков, которые жили на территории Советского Союза, и переезд на территорию России. По идее, подобным переселенцам надо будет еще отказаться от своего прошлого гражданства, но, как показывает практика международная, механизм этот практически не работает. Соответственно, вместо попыток цивилизованно решить проблему миграции, государство предлагает объявить всеобщую амнистию и тотальную раздачу паспортов всем мигрантам.
чему это приведет, даже сложно спровоцировать. Причем проблемы возникнут не только в России, не только в принимающей стороне, но и в странах, которые, по сути, поставляют сюда мигрантов. Как известно, экономики Средней Азии, они сейчас практически полностью завязаны на труде гастарбайтеров и на переводах из России. Если подобные люди останутся в России и начнут перевозить сюда семьи, это приведет лишь к тому, что вот эти самые государства Средней Азии, они полностью потеряют основные источники доходов. Например, в Таджикистане это 47% ВВП. Соответственно, это окончательно разрушит экономики Средней Азии и только спровоцирует новые потоки мигрантов и переселенцев в Россию. В России подобное резкое изменение национального состава и то, что Россия не сможет переварить и адаптировать такие огромное количество мигрантов, приведет к постоянному росту межнациональной напряженности, конфликтов. И о проблемах миграции, боюсь, в этот момент начнут говорить уже не на круглых столах, не на заявлениях, а на улице, причем говорить на языке насилия. Если мы этого не хотим, то такие законы, которые направлены на легализацию мигрантов, не должны быть приняты. Вместо этого нам нужны нормальные цивилизованные отношения в сфере миграции. Вот те меры, которые мы здесь предлагаем, такие меры, как визовый режим, как законодательное уравнение доходов коренного населения и мигрантов, как различные страховочные мероприятия, должны стать надежной альтернативой тотальной раздаче паспортов. Спасибо за внимание. Передаю слово Андрею. Спасибо, добрый день. Андрей Узумовский, общественное движение «Общее дело». Я продолжу мысль Михаила, предыдущего выступающего, и посвящу свою реплику острейшей, на взгляд общественного движения «Общее дело», политической проблеме сегодняшнего дня. Касается она основополагающего для любого государственного института гражданства. Подчеркну, что в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится 3 законопроекта, каждый из которых нацелен на предоставление права выходцам из союзных республик бывшего СССР и их потомкам, так называемым соотечественникам, право на получение российского гражданства в упрощенном ускоренном порядке. Причем все 3 законопроекта дают отсылку к закону о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, пункту 3 статьи 1 этого закона, согласно которому к соотечественникам в настоящий момент, согласно действующему законодательству, могут быть причислены все лица, родившиеся в бывшем СССР, а также их потомки. Давайте не забывать о том, что Советский Союз — это 293 миллиона человек. То есть на получение российского гражданства в упрощенном ускоренном порядке могут претендовать порядка 140 миллионов человек, 110 из которых не относятся к государствообразующему этносу народу России. Михаил уже упоминал о том, что по итогам прямой линии, которая состоялась 25 апреля 2013 года, президент дал поручение правительству не позднее 15 сентября 2013 года разработать еще один законопроект, в принципе, схожей направленности, который касается упрощенного ускоренного порядка получения российского гражданства для соотечественников, носителей русского языка. В этой связи наше движение считает своим долгом перед обществом, перед гражданским обществом сообщить о тех угрозах, которые неизбежно надвиснут как над русским народом, так и над иными коренными народами Российской Федерации, а также над нашим государством в случае принятия указанных законопроектов. Коллеги, Владимир Белов, «Демократический выбор». Я, поскольку регламент, буквально коротко остановлюсь на каких-то 3 важных содержательных вещах. Во-первых, в том, что касается дешевизны труда мигрантов, как мы видим, это во многом кажущаяся и искусственно созданная дешевизна, потому что мигранты не платят очень существенные социальные налоги, которые сегодня являются ключевым источником налоговой нагрузки на бизнес. Россия занимает 6-е место в мире по уровню налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, и, собственно, это не вина, а беда наших русских людей в том, что за нами на работу вот такой полагается довесок предпринимателям, которого они могут избегать, нанимая, соответственно, приезжих из других стран. Мы считаем, что это необходимо устранить немедленно, и мы считаем, что предприниматели, которые нанимают иностранную рабочую силу, они должны компенсировать государству, в том числе социальные издержки, путем введения некой формы уплаты адекватных сумм, которые соответствовали бы тому соцналогу, который платится при найме на работу русских людей. И мы за то, чтобы этот соцналог вообще-то снижать,
ну давайте вот, чтобы условия эти были равны, если нанимаете мигрантов, платите такую же сумму, которая положена для российского гражданина. Вторая история связана с тем, что вот существующий режим, который не предполагает наличие въездных виз, и можно просто приезжать по факту того, что ты там гражданин среднеазиатского государства, он приводит к тому, что значительная часть этих людей приезжает сюда вовсе не на работу. Она приезжает сюда в поисках работы, а часто даже и с другими целями, и не пытаясь ее искать. И это, безусловно, ненормальная ситуация. В чем универсальное преимущество визового режима? В том, что вы приезжаете на конкретное рабочее место для того, чтобы поработать там в строительстве, в коммунальном хозяйстве. У вас есть конечный срок действия этой визы, она закончилась, вы уезжаете обратно, потом обращаетесь за обновлением и получением новой. Собственно, такую достаточно сложную, но тем не менее вот, действующую процедуру вынуждены проходить, например, ежегодно граждане там, Европы или Соединенных Штатов, которые работают в России. А вот граждане Узбекистана и Таджикистана могут просто приехать и жить здесь, в том числе не имея конкретной работы. Вот это огромная проблема. Из этого сектора, который составляет по разным оценкам до половины прибывающих сюда, это люди без конкретной работы. Отсюда исходит криминал, отсюда исходит наркотрафик и куча всех тех социальных проблем, о которых говорилось. И последнее, гражданство – это абсолютно ничем не обусловленная мера введения вот этого законопроекта, который предполагает раздачу гражданам этих стран русских паспортов. Это никак не обосновано, даже сторонники этого, они не говорят об этом вслух, они хитро это прячут за то, что якобы мы русским, которые живут на территории этих стран, хотим упрощенный порядок дать гражданство. Но это вранье, мы видим это из текста законопроектов, мы категорически против. Спасибо. Всеволод, Национально-демократическая партия, член ЦК. Ну и по совместительству координатора от Национально-демократической партии, компании «Нет гражданства», Визанда. Я бы хотел сказать несколько слов о гражданстве и о связке гражданства с демократией. Все знают, что такое Третий Рим. Да? Третий Рим, образно говоря, это Москва. Все помнят, чем закончил Первый Рим. В момент перехода от демократического устройства Рима к империи, к диктатуре, к тирании, постепенно стали отмирать демократические институты. Одним из таких институтов в Риме был референдум, плебисцит, да, то есть возможность людей выражать свои мнения по каким-то ключевым для государства вопросам. Вот я считаю, что когда за нас некоторые представители власти пытаются решить, кому раздавать гражданство, кто будет становиться новыми гражданами, обладать такими же правами, как и те, кто был до этого, это, скажем так, не соответствует демократическим процедурам. Это не соответствует демократическому духу государства. И если Виктор Анпилов в начале своего выступления говорил о референдуме 1991 года, на котором граждане Советского Союза высказывались против распада СССР, то я считаю, что было бы вполне логично сейчас повторить эту же процедуру и спросить граждан России, а считают ли они нужным делиться гражданством с гражданами бывших республик. Я подозреваю, что будет большая разница между первым голосованием и вторым. И ответ мы получим ровно противоположный первому. Вряд ли кто-то, скажем так, вряд ли большинство населения Российской Федерации выскажется за то, чтобы принимать поголовно граждан бывших советских республик. Время прошло. Все это очень сильно напоминает ситуацию брака по контракту, и даже не по контракту, брака без любви. Когда родители, в данном случае у нас крестный отец в лице Путина, вот, выдают, даже не выдают, они решают, что их сын, в данном случае Россия, может или должен жениться на какой-то девушке. Но с девушкой этой у парня как-то вот любви не сложилось. И может быть по-нормальному стоило бы спросить молодого человека, а хочет ли он жить вместе с новой избранницей? Я подозреваю, что если этот вопрос будет решен, так сказать, без волеизъявления граждан России, то при уходе крестного отца этот контракт, этот брак все равно распадется. Все. Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета демократического объединения «Русские». Ну, во-первых, хочу сказать, что я согласен со всеми, кто здесь выступал до меня. То есть все мы, кто здесь собрался, ну, там по кругу пройдем дальше, в принципе, понимаем, кто виноват, что делать, да? Единственное, что,
особо хочу отметить выступление господина Разумовского, что он как раз отнял хлебное выступление. Я хотел еще к этому добавить, что мы сейчас готовим масштабные акции протеста по поводу этого закона. И думаю, что все политические силы, которые отражают интересы коренного населения, а других, я думаю, в России просто нету, должны к этому присоединяться. Далее, хочу, единственное, что, коллеги, чуть-чуть вас остановить от... Вот я слушал выступление, очень много вы запретительных мер предлагаете. Но вы поймите, что процесс мигрантов двигает две вещи всего. Это бизнес, выгода и коррупция, прежде всего. И пока это будет выгодно, сколько бы мы там процентов этих не вносили, сколько бы мы ни делали, это будет. К сожалению, бизнес и коррупция в нашей стране практически сливаются. По поводу дешевой рабочей силы тоже полностью согласен. Это полная иллюзия и миф. Помимо налогов, эта иллюзия для гражданина можно на раз-два объяснить хотя бы стоимостью жилья в Москве. Да, у нас более 90% выходцев Средней Азии строительного сектора имеют, и поэтому жилье у нас второе место после Токио за квадратный метр в Москве, например. То есть мы это абсолютно не видим, этой дешевой рабочей силы. Так же, как мы не видим ее в коммунальном хозяйстве, так же, как и многие ГУПы Москвы, изначально эта система строилась в Лужкове, при молчаливом согласии нашей власти и Путина, были отданы национальным диаспорам на откуп, да, плодоовощные базы, рынки, там, коммунальное хозяйство, строительство дорог и так далее. То есть перечислять даже крупнейшие ГУПы Москвы, где работает там десятки тысяч человек, ими руководят люди, которые русский язык не знают. Вот, в частности, я говорю, я вот сталкивался когда-то с главой Мосзеленхоза, который по-русски не говорит, он говорит, что он 20 лет живет в России, но я понимаю, что он общается только с земляками, а это самый крупный ГУП Москвы. Понятное дело, что эту систему надо монопольную рушить, надо убирать предпосылки, и надо делать это невыгодно. По поводу вопиющего закона этого, конечно, вот мы сейчас выйдем на улицу, из 10 9 человек скажут, что они не хотят, чтобы сюда хлынули еще миллионы мигрантов. Мы понимаем, что прежде всего будут легализовываться те, кто здесь работает. И так Москву уже превратили в роддом, когда с Таджикистана летят женщины, уже из аэропорта вызывают скорую на 9-м месяце, и уже он говорит, я здесь, говорит, родился, я, говорит, уже москвич. Все. Да, Александр Белопоркин, председатель Международного совета политического объединения «Русские». Ну, действительно, самым простым и нормальным цивилизованным способом решения большинства миграционных проблем является введение визового режима, о котором уже 10 лет говорят все, в общем, прогрессивные политики в России. Но синдром, советский синдром, синдром некой имперской ответственности за Среднюю Азию заставляет руководство Российской Федерации откладывать важнейший вопрос все дальше и дальше. Ну, мне сказали вообще проще. Собственно говоря, режимом Средней Азии на самом деле скоро просто неким будет управлять. Все уедут, рабочие люди уедут из Таджикистана, из Узбекистана. Что же вам останется? Ну, оказывается, это им выгодно, потому что если они приедут, то они скажут, а почему в стране все принадлежит одной семье, почему там все захватил Рахмон или Каримов или так далее, там, Назарбаев. И поэтому лучшим способом для Российской Федерации является независимость от того, кто сегодня находится у власти, и инициирование изменений в среднеазиатском регионе, то есть смещение тоталитарных диктаторов, узурпаторов власти. Многие из них находятся у власти еще с 80-х годов, большинство из них являются бывшими руководителями Компартии, комсомола, люди, которые погрязли в коррупции, которые ограбили собственный народ, руки у которых в крови, которые не стесняются. То есть демократия в России действительно для многих является как бы идеалом Средней Азии, потому что там происходит, это не поддается здравому смыслу и пониманию того, что мы живем в 21 веке. Вот, поэтому я считаю, что как раз имперская роль России, если Россия хочет сохранить свое влияние в регионе, должна заключаться в активном вмешательстве в внутреннюю политику этих государств и установлении там действительно ситуации для нормального демократического развития, чтобы люди избавились от тиранов и смогли самостоятельно строить свои государства, строить свою политическую систему, свою экономику. И я вас уверяю, что если избавиться от этих кровопийцев Средней Азии, то тоже мигрантов будет меньше, потому что просто правильнее будут распределяться доходы. Например, вот богатейших, так сказать, залежей природных ископаемых в Таджикистане
или в Казахстане. Вот, и про Киргизию такого пока сложно сказать, но тем не менее. Сергей Иванеев, доцент кафедры общевойсковой академии, отвечаю за правовую работу и подготовку всех категорий слушателей, арабов, мусульман и мусульман тех республик, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности. Поэтому, являясь представителем военной науки и практики, я хотел бы кратко, в течение 3 минут, здесь обратиться к представителям и русских национальных организаций, и уважаемых представителей национальных диаспор. Во-первых, я хотел бы сказать, что я ознакомился с обращением Карамата Шарипа и вынужден согласиться с его видением введения визового режима. Позвольте процитировать. Визовый режим должен быть заключен на основе двухстороннего соглашения и носить временный характер, вплоть до создания единого экономического, таможенного и культурного пространства в рамках Евразийского союза и введения биометрических паспортов для граждан этого союза. При этом сохраняет юридическую силу соглашения между странами о статусе двойного гражданства, предусматривающее безвизовый режим для граждан России и Республики Таджикистан, имеющих двойное гражданство. Вместе с тем, я хотел бы сказать, что вызывает у меня опасения, как у военного педагога, то, что вся масса мусульман, приезжающих в Россию, они все находятся под влиянием теологического сознания. Мне с каждым годом все тяжелее и тяжелее проводить занятия. Например, в военной академии, военнослужащие Республики Таджикистан, старшие офицеры. Среди них встречаются такие, которые отказываются даже брать в руки книги об исламе, которые написаны с позиции научного мировоззрения. Они готовы читать только книги, которые написаны мусульманами в рамках конфессионально ориентированного исламоведения. Также очень трудно проводить занятия с азербайджанцами, которые говорят, что нам не надо знать, кто такой Аль-Кинди, Аль-Фараби. Нам достаточно знать, кто такой Мохаммед и 12 шиитских имамов. То есть я здесь усматриваю то, что на сегодняшний день есть проблема. Проблема такая, когда мы, представители науки и практики, относимся к вере в Аллаха как иллюзорно гипостазированной абстракции, мы относимся к вере в Аллаха как с точки зрения научного исламоведения, с позиции того, что ислам зародился в условиях разложения родоплеменных отношений у арабов и становления раннеклассовых отношений, но основная масса военнослужащих мусульман и вообще граждан этих республик, приезжающие в Россию, они находятся полностью под влиянием мусульманской догматики. И это, естественно, вызывает конфликты во время проведения занятий. Поэтому я поддерживаю здесь то, что говорил Виктор Иванович Ампилов. Я являюсь сторонником марксистской научной философской теории. И также считаю, что чтобы знать объект, учит диалектика, нужно понять его сущность. Руководствуясь диалектикой материалистической теории, необходимо изменить основу общественного бытия, то есть социально-экономическую систему общества, которая бы не порождала социального неравенства и пропагандировала прогрессивные взгляды на мир. Спасибо. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый день, уважаемые гости. Карамат Шарипов, представитель Общероссийского общественного движения, которое создано единственная организация на территории Российской Федерации в защите труда иммигрантов не только Таджикистана, а в целом в России. Их достаточно очень много. Предыдущие выступающие хорошо очень выступили, но пророк Мухаммед — это единственный, который последний пророк. И религия ислам, Коран для всех нас, это самая молодая и перспективная. Поэтому нам надо с христианства и с исламом развивать наше будущее, Россия сохранилась. Все, очень много пути нет. Я почему попросил побольше времени, хотя бы на пару минут. Дело в том, что сегодня в республике Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, те диаспоры решили не принимать участие на сегодняшнем мероприятии. Почему я пришел? Потому что ваша фамилия именно очень известна в России. И я не скрываю, что в сегодняшнем мероприятии, благодаря нашему движению, мы находимся здесь. Может быть, тоже вас и отказались прийти. Поскольку мы с Крыловым давно уже дружили, заставили Белова, с Юшкиным и с Владимиром Туровым, нам поэтому дали возможность. Господину всего Радченко я хочу сказать, очень вступление хорошего у Радченко. Пускай проводит референдум от Советского Союза, а я тебе хочу говорить в том, что я никогда не хотел быть политиком. После сегодняшнего остану в России политиками найду хорошего лидера, буду называться партия «Дети Советского Союза». Туда все войдут без референдума. Их будет большинство, соответственно, в Государственной Думе. Что касается нашей уважаемой
Андрея Кузнецова, который в Ленинграде хорошо владеет. Ситуация очень сложная, посмотрите. Самые страшные годы тогда были годы Великой Отечественной войны, вы знаете. И самые страшные, когда американцы демонстрировали силу, бросили на Хиросиму и Нагасаки ядерное оружие. Вы обратите внимание, что то, что Связь товарищ говорит, я вам зачитаю. И вы не найдете больше примеров никогда подобных. Никогда не найдете. Что совершил Ленинград, а что совершили мы, россияне. Господин Ясунков, майор, родственник, расстрелял среди белого дня, в том числе трудовых мигрантов и остальных граждан, которые продавали там продукты в магазине. Господин Сапов, русскоязычный, это, соответственно, вы знаете. Это Корчуной, или называется правильно Краснодарский край, где там 9 человек, 3 детей, русскоязычные. Соответственно, стрелок Белгород, русский, среди белых расстрелял мирных жителей. Посмотрите, что ребенок 9 лет, Тажишка, в Санкт-Петербурге, до сих пор ищет, кто русский. Назовите ход потом в ходе дискуссии одного такого страшного дела, которое совершил. Изнасилование, таджик совершил, извините, ведется работа, ведется другие дела, которые, соответственно, будут приведены. Самое главное нам сегодня что? Если мы собрались в таком же команде, надо идти первым. Поэтому вы знаете прекрасно, что мое обращение на имя господина Путина уже было. И никогда это ответ мы не получим, если по одной причине. Россия только подпишет эту бумагу, автоматически останется далек от державы страна, как американцы, как китайцы. Сегодня, знаете, идет борьба очень большая в Таджикистане за стратегический интерес Америка, России и, естественно, Китая. Мы сегодня видим, что произойдет в ближайшие, может, месяцев 2, максимум 6 месяцев. Касается, что... Да. Поэтому я попросил за узбеку тоже, да. Хорошо. Еще 3 минуты за узбек. Я в конечном итоге, то, что было сделано, полную информацию мы передаем. Информация у нас очень хорошая, потому что бывают дебаты в российском. Я очень благодарен Российскому государству и тогда же Советский Союз. То, что происходило тогда, 70 лет назад, благодаря Советскому государству, начали писать, читать. И этим благодаря визирам сегодня мы существуем на земле. Дальше смотрите, все проблемы, которые в Средней Азии, все равно будут решать таджики. Таджики решили с вызовом, шли с предложением. Дальше узбеки, киргизы будут решения принимать. Потому что все зависит от таджиков. В ближайшее время тоже будет известно, может быть, после 4 ноября, когда будут президентские выборы в Таджикистане. И хочу еще закончить, буквально, не занимать ваше время, потому что все равно дискуссия будет, я не исключаю, будет задать вопрос. В своей книге, значит, великий Шах Мамедаскар, это касается Дзержинского, назвал Россию черной дырой. И вот сегодня это литературный образ черной дыры погашает не только тысячи таджикских иммигрантов, но и миллионы коренных жителей. А обвиняют в сокращении численности населения России иностранных трудовых мигрантов. Вот подумайте, я находился до 91 года в Германии, и там был господин Путин. И он лучше знает, чем я знал. Я каждое утро 6 часов поднимался, на каждом танке после объединения двух Германий было написано «Швайнсеветунён», или просто «русский швайн». Нас тогда назвали швайн. А сегодня, когда я работаю, считаю, говорит, надо идти ближе к Европе. А что вы там потеряли? То, что там сегодня происходит события, вы знаете, с Францией, не буду назвать, что они хотят. Эти страны нам не нужны. Мы должны остаться. Потому что сегодняшний таджик – это будущее Россия. Да. И сегодняшний русский человек – это будущее Таджикистан. Спасибо за интересное выступление. Мигрантов. Мы, русские националисты, всегда защищаем права и интересы русского народа и других коренных народов Российской Федерации. Мы не хотим платить за сверхприбыли бизнесменов из нашего, мы не хотим платить наши налоги, которые идут на грязные дворы, на поликлиники, в которых невозможно получить качественное обслуживание, потому что они просто не справляются с числом пациентов. Мы не хотим платить за плохое образование для наших детей, начиная от детского сада, заканчивая школой и высшими учебными заведениями. Мы не хотим за это платить. Тут кто-то сказал, почему мы стремимся к Европе, почему мы выбираем европейский выбор. Потому что в Европе есть достаточно жесткое миграционное законодательство. В частности, если кто-то берет иностранного работника, нужно обосновать, почему нужны именно иностранные работники. Никто из местных не может выполнять аналогичную работу. Этот иностранный работник должен получать больше, чем коренной житель, потому что он сверхспециалист. И более того, в некоторых странах, даже в курортной Хорватии, ориентированной на, в общем-то, курортный бизнес,
Никто из нас не может просто так взять и приехать туда. Либо мы начинаем свой собственный бизнес и привлекаем максимальное количество местных, и при этом платим налоги гораздо больше, чем любой местный бизнесмен, либо мы не приезжаем, не получаем ни вид на жительство, ни гражданство, не имеем права приобрести там недвижимость. Поэтому мы хотим такую же модель вести и в России. Возникает вопрос, что же делать с теми мигрантами, которые есть сейчас? Раньше мы боролись с нелегальной миграцией в рамках многих других общественных организаций. Сейчас надо бороться и с легальной миграцией, потому что поток совершенно неконтролируем и нам не нужен. Наши города, в основном крупные, конечно, Москва, Санкт-Петербург и другие, просто-напросто не справляются с таким количеством мигрантов, потому, как я говорю, прежде всего страдает социальная сфера. Поэтому мы, русские националисты, всегда будем выступать прежде всего за права и интересы русского народа, других коренных народов России, и затем уже вести разговор о мигрантах. В таком случае вопросы. Задаются они так. Тот, кто хочет задать вопрос, поднимает руку, я ему даю слово, и дальше человек говорит, кому он хочет задать вопрос, и задает. Ну, вопрос, конечно, господину Шарипову. А что вы скажете по поводу того, что в 80-х годах началось практически изгнание русских из Таджикистана? Вот. Ну, не будем упоминать слово геноцид, это как бы слишком громкое, но то, что количество русских сократилось в 4 раза, это статистика. Вот как вы, так сказать, к этому относитесь? Это нормально? В 80-е, практически это был 91 год, когда я уехал с Германии, родился в Таджикистане, лучше знаю ситуацию первого гражданского и второй. Я оттуда ушел в 31 дивизии в 96 году. Практически 8 лет мне стали боевых действий. Года Чечни. Никто никого дорогу не показывал. Мы боимся, когда там плохо, едем сюда. Когда было плохо в России, после того, надо было восстановить в ходе Великой Отечественной войны, все поехали туда. А когда стало в России лучше, не только русские выехали, и большинство выехали таджики. Больше 600 тысяч таджикистанцев уже получили гражданство России. И мы еще раз говорим, я такой же, как вы, гражданин России. Я считаю, что Россия для меня это та страна, которая, как и Таджикистан, как и Советский Союз. А кто придумал вещи, которые вы сегодня называете, что их оттуда выгоняли, нет. Там до сих пор, если выгоняли, могли бы на 201 дивизию. Офицеры спокойно ходят. Хотя мы, находясь в западной группе войск Германии, нам запрещено было. Там были различные миссионеров, английские, другие спецслужбы. Мы не выходили. А в Таджикистане спокойно. То есть спецслужбы виноват, что вот на резиденции попал Рахмон. Это Рахмон вас принесут, если волнуетесь. А то, что придумали шведское нет, я готов вас приглашать к себе в офис. Более 50 томов отдам, устанете читать. Более 50 томов. И каждый том по 700 страниц. История, которая была связана с расширением прав граждан, и до сих пор находится именно в прокуратуре у нас. Рядом с нами находится ВДНХ, голова таджика, а тело захоронен 3 месяца назад. Не может определить. Спасибо. Много нелегальных мигрантов, мы до сих пор с ними не разобрались. Имеет ли смысл завозить новых мигрантов? Или мы сначала поймем, сколько нам нужно граждан для работы, сколько из них работает легально, тех, кто нелегально, там, соответственно, депортируем, либо каким-то образом, значит, делаем их легально. То есть вот такой вопрос, что с ним делать, у наших дорогих гостей хочется спросить. Спасибо, вопрос очень хороший. Вы знаете, что есть правильная статистика, что всего 5% из общей труда иммигранта работают в государственной сфере. Всего 5%. Об этом знает господин Романовский, об этом знает государственный дом, знает господин президент. Остальные 95%. Вся земля, которая есть в России, давно уже куплена. В том числе вокруг Кремля. Никто из руководителей состава, вплоть до чиновников, не имеет доступа ни к одному рынку. Это люди нелегальные. Нелегальные. Значит, пока есть зарубежные инвестиции, в частности, все хозяева, они живут в Тель-Авиве, все хозяева имеют свои присяги. Каждый таджик по прибытии в России, помимо того, что дома, он принимает присягу. И у господина азербайджанца, он тоже является азербайджанцем, тоже является предпринимателем работы. У господина наших граждан, которые живут, имеющие гражданство Англии и Израиля, в том числе в России уже все куплено, просто на том же Черкизон такая же картина была с господином, они из самих олигархов, последний сбежал, построил там в Турции, вы знаете прекрасно.
Это все нам известно. И известно потому, что сегодня даже знаем лучше, господин Дмитрий Дюршин, что происходит, там, допустим, в Варшаве, других регионах продают людей сегодня. Мы людей сейчас такие же. А что делать с нелегальными? Вопрос есть. Я поэтому, когда изучал полностью программу, на самом деле изучал, и считал необходимо введение вызовный режим, возвращение всех граждан. В течение 1 года надо предупредить всех граждан, которые находятся на территории России нелегально и не хотят заниматься русским, и не хочет работодатель работать, возвращаться, соответственно, в стоячие домой. И оттуда по запросу России, чтобы нам сегодня сохранить не только лицо таджикской нации, а сохранить лицо русского народа, что сегодня происходит во всех этих называемых переулках, всем остальным убийствам, непонятно кто совершает. Кто их на сегодня совершает. Сотни тысяч прошли за 20 лет в тюрьме российского государства, из них 60% не совершили преступления. А ведь он должен думать господин Рахмонов, в первую очередь, а не господин Путин. Это его люди. Он должен ехать сюда на саммит, саммит СНГ, вопрос связан с трудоиммигрантом. Вы обратили внимание, ни одного саммита не проводило по поводу трудоиммигрантов. И не будет проводиться. Самое главное дальше, если мы будем в дальнейшем, как сегодня наши уважаемые говорят, работать совместно, как сегодня, тогда и в Госдуме будут слушать наши голоса. Тогда будет и легче будет доводить до самого мигранта. До сих пор нет телевидения мигрантов. Вы обратили внимание, мигранты не может по-русски говорить. Надо создать телевидение мигрантов сегодня. Я общественно, иммигранты, когда вы выступали, ваши слова не находилось. Чтобы работодатель знал, что мигрант может идти в телевидение, говорит, то его лучше, говорит про полицию, все. Мы за закон легализации. И будем добиваться вместе с вами. Спасибо. Потому что я знаю все, что вы ответите, и я знаю все, что мы спросим. Эти дискуссии мы ведем с вами уже 10 лет. Встречаемся, все одно и то же обсуждаем. Но у меня к вам, я читал ваше выступление, у меня к вам очень конкретный вопрос. Вы представляете председателя Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». То есть вы выступаете здесь от лица таджикистанцев, да? Я не просто так это уточнил. У меня к вам вопрос, и я прошу вас по возможности ответить на него не расплывчато, а четко. Ну, не да, нет, ну, хотя бы более-менее сжато. Я хочу вас спросить, вы, как представитель сегодня таджикистанцев, выступаете за введение визового режима с Таджикистаном? Практически об этом уже было после летчиков. Несмотря на то, что мы потеряли 2 миллионов рабочих мест, я считал, что самое ценное для этой земли – это человеческая жизнь. Это позор, это арест за 2 летчиков. И разбиравшись в верхах, обмен наркотиков на летчиков, летчиков на все остальные, и считал, что сохранить лицо Таджикистана и российского народа, введение вызова режима на определенное время дает возможность нам возвращаться в последующие должности в России и Таджикистана. То есть да, сегодня утвердительно вы выступаете, вот в этом мы с вами полностью сходимся. Вопрос. Скажите, а какие цивилизационные ценности получат коренные жители России, отказавшись от европейского выбора в пользу азиатского? Давайте не будем говорить и критиковать Европу, а давайте послушаем о ваших цивилизационных ценностях. Спасибо. Нельзя забывать, что 20 миллионов, даже больше 27 миллионов уже похоронены были. Это память. И какая Европа не поможет России. Я готов ответить на еще раз плечо хорошего предложить в Средней Азии. Средняя Азия 70 лет так предложила, что мы могли людей на улице определить, человек идет своими ногами. Здоровое питание. Это самое главное. Нас, россиян, в Европе не ждут. И вы там не нужны. Не нужны. Там есть держава, Великобритания, есть которая королева, которая миллиарды тратит на свадьбы. Такие денег в России нет. Дальше Россия, когда уходила с Афганистана, многие говорили, вы знаете прекрасно. Задача была тогда же, был у руля господин Брежнев, пытались потому что доказать мировому сообществу, что мы можем выиграть Афганистан, проиграли. За Россию отдали тогда 12 таджикских батальонов первой ночи. За Советский Союз отдали 150 тысяч жизней советских, так таджикский народ. 300 уехали. Поэтому я просил, если хотим сохранить нашу Россию, Россия это страна православная и мусульманская. Не надо шатать его. Вы сегодня хотите отдать Россию, сейчас сделать всю Европу, это не пройдет у вас. Почему? Потому что есть очень много сильных патриотов в России и намного больше ответственных, чем мы с тобой здесь сидящие. Они будут голосовать, надо провести референдум.
Я прошу извинения, Надо провести. Здесь очень много рассуждали о том, как нам устроить Россию. Все это прекрасно. Я от Карамата несколько раз услышал такое отождествление «мы» с нами, с россиянами. Вы считаете себя неотъемлемой частью России, и, видимо, таджикский народ тоже. Но у меня есть вопрос. Если у таджикского народа свой дом, если свой дом у азербайджанского народа, можете ответить? Нам повезло, таджикам, азербайджанцам, как тяжело у татар и башкиров жить. Нам повезло, взяли, ушли домой, создали, да, как русские мир из Таджикистана. Вот вам, ребята, здесь придется, Северный Кавказ, вы убегите на второй день сами. Разбегите в разные страны мира, все подождите, дайте закончить. Да, есть дом. У вас есть дом? Да. Вы знаете, да. Ну дальше понятно, что вы уезжаете домой. Правильно, ваш вопрос ответит. Считаете ли вы нормальным у себя дома советоваться с гостями, каким образом им устраивать у себя жизнь, терпеть ли им гостей или попросить их выйти? Вот я считаю это ненормальным. Я благодарю вас как бы от лица и собственного, и от лица Национально-демократической партии, от лица коалиции, что вы пришли. Слава Богу, что у нас есть с кем беседовать. Господин Радченко, я действительно готов, если действительно то, что есть в этой же бумаге, в этом обращении нашего господина Путина, я сказал ранее, никогда эта бумага не будет подписана. Россия была империя, это держава и будет оставаться. Никогда по-хорошему Таджикистан, Узбекистан, Киргизия не сдаст. Там будет нищета, там будет голод, Россия не сдаст. Посмотрите. Завтра я всех заберу, туда уйду. Вы поймите, пусть завтра попросят других, приезжайте сюда. Вот это я не хочу. Сейчас мы видим, да, что ужиться вместе не получится. Что лучше сохранять отдельные национальные государства и не пытаться заниматься их смешением. Соответственно, где вопрос? Вот, сейчас вопрос. То есть, вот я хотел как раз, чтобы вы прокомментировали целесообразность создания Евразийского союза, визовый режим, как некий переходный переход, как переходный период к нему. Я уверен, что не вы и я в том числе, я не люблю предательство. Таджикистан, я вам до этого говорил, чтобы не подумал и Кремль, и другие страны, в частности Англия, в частности Китай, что в последующем может оказаться их союзниками. То, что написано, даже при нашем возвращении к вызову, мы еще раз говорим, что даем шанс России, будем оставаться с вами. Не сразу, рубить все, сразу говорим. Поэтому даже возвращение таджиков назад, последующие, я уверен, будут хорошие предложения дипломатическим, экономическим, Таджикистан будет партнером с Россией. Поэтому так и написано.